Свой визит в Абхазию министр культуры России Ольга Любимова начала с Русдрама. И сразу с подарков. Она передала сертификат на приобретение современного механизма для круга сцены. Мы вам сегодня передадим документацию на современный механизм для круга сцены. Нас Росконцерт привез. Я уполномочила меня. Потому что, конечно, очень важно, когда такое пространство, чтобы вот эти современные технологии, и мы говорили, что пока еще это все вручную, это никогда не мешает талантливым людям, но хочется, чтобы больше было в этом смысле современных каких-то возможностей. Министр культуры России оставила пожелания на стене Русдрама, а затем встреча в театре продолжилась круглым столом с участием деятелей культуры Абхазии. Любимова сообщила, что в сентябре на форуме в Санкт-Петербурге будет подписан большой договор между министерствами культуры двух стран, содержание которого должны определить деятели культуры сами. Будем подписывать большой стратегический документ между двумя министерствами культуры в сентябре этого года на Санкт-Петербургском культурном форуме, как и положено. И туда войдут все наши общие планы, и мы их формируем. 25-й год уже сейчас сформирован по всем нашим направлениям. И нам показалось важным в мире таких современных технологий, когда мы много говорим о цифровизации, инновациях и так далее, встретиться в таком самом привычном для нас формате, обычные встречи с интеллигенцией, обсуждение проблем и того, как вы это видите, таких проектов, которые вам кажутся необходимыми. В конечном итоге такие важные стратегические документы, подписываемые руководителями и главами ведомств, членами правительства, по большому счету формируются людьми, которые всю жизнь посвятили себя этому делу и которые много лучше чиновников и госслужащих знают, чем этой отрасли помочь. Участники встречи обсудили возможные совместные проекты на основании тех проблем в культуре Абхазии, которые можно решить совместными усилиями. Нина Бжаня, директор Сухумского музыкального училища, обратилась за помощью в восстановлении Абхазского симфонического оркестра и предложила, какими путями это можно было бы сделать. Для того, чтобы эта история состоялась, нужны по разным специальностям, это в основном духовые специальности. К сожалению, у нас таких преподавателей нет. Есть такая идея у нас была с дирижером оркестра пригласить на временной основе, может быть, в течение 2 лет музыкантов из России, которые могли бы и играть в оркестре, и могли бы преподавать, чтобы мы вырастили это поколение. По словам Любимовой, целесообразнее отправлять преподавателей, студентов, музыкантов, духовиков в Россию, где за 2 года они получат хорошее образование и вернутся, что обойдется республике гораздо дешевле, чем приглашать музыкантов из России к себе. Найти специалиста, который уедет на 2 года, это невероятная нагрузка бюджета для вас, но лучше действительно научить своих, потому что просто мы не найдем таких, просто надо искренне разговаривать, да? Да. Просто потому что я вижу, как на Урале невероятное предложение делают для духовиков, чтобы они переезжали в симфонический оркестр в Челябинск, то есть с квартирами, с большими зарплатами, и все равно трудно искать. И мы их интенсивно своих учим, но это недостаточно. Поэтому, чтобы решать это быстро и технично, лучше взять талантливых детей, вы вспомнили, из интерната и так далее. Пожалуйста, есть все возможности. И вернуть вам уже готовых специалистов. Художественный руководитель Абхазгосфилармонии Смаджения предложила развивать детскую филармонию по аналогии с проектами, которые существуют в России для приобщения к классической музыке самых маленьких. Если направлять развивать детскую филармонию, я знаю, что в России сейчас очень активно это развивается, и всегда залы полные в филармониях, лекции для детей от интересных артистов под музыку в исполнении, может быть, наших музыкантов или приезжих. Мы были бы просто бесконечно благодарны. Также за круглым столом подняли вопрос сохранения абхазского языка. Лингвист, писатель Гунда Квициния предложила развивать и приобщать большее число жителей к абхазскому языку с помощью мультиков. И у нас есть опыт в этом тоже. И мы очень много работаем, конечно, переводим мультфильмы, но создание своих мультфильмов – это, правда, очень дорого. По словам Любимовой, в России есть возможность получить помощь в создании анимационных фильмов. Необходимо лишь четко описать проект. Самое главное, особенно когда говоришь с творческими людьми, чтобы задумка дошла до самой формы проекта, да, чтобы был сценарий,
Потому что если мы говорим о анимации для детей по абхазскому языку, Да. никто, кроме вас, это не может сделать. Мы Правильно. за вас не сможем. У нас есть Да. вся база, у нас есть возможности технические, мы готовы поддерживать, есть программа по поддержке анимации Министерства культуры и фонде кино, деньги даже есть. А глава Госмузея Абхазии Аркадий Джопа обратился к Любимовой с просьбой помочь с решением вопроса облегчения процедуры таможенного оформления экспонатов для выездных музейных выставок, так как экспонаты музея ждут на многочисленных выставках в России, но вывести их не могут. И не только на выставке, даже для реставрации. Мы не можем отсюда вывести наши экспонаты, наши музейные официальные экспонаты в России, чтобы сделать там экспозицию. Вот. Тем более оттуда сюда завозить очень тяжело. Помимо того, что у нас в музее сотни тысяч экспонатов от палеолита до сегодняшнего дня, там камень, металл, ткани, не знаю, всего дерева и тому подобное, конечно, реставраторы нужны. В Абхазии их не хватает. А вывозить мы не можем, повторюсь, я уже сказал причину. Можем, даже если вывезем, а завозить это очень будет тяжело, это будет неофициально. Режиссер Валерий Ковы выразил надежду, что театральные труппы, музыкантов, художников в Абхазии Россия будет поддерживать не просто потому, что абхазы малый народ, а потому что без спектаклей и других произведений искусства картина общего культурного пространства будет неполной. Быть достойными поддержки и поддержки достойных, пожелал режиссер за круглым столом. Не делячество, не добивание всего тем, что мы малый народ, пожалейте нас, обратите внимание на нас. Конечно, на таком уровне существует большое снисхождение, раз существует факт встречи. А вот эксперимент сделать, ребята, научимся говорить правду. Это профессионально, это далеко не профессионально. Радости много, это от возраста, наверное. Но я был поражен нашим симфоническим оркестром. Я к вам обращался. Ребята, вот за что мне не стыдно. Понимаете, это великая вещь, гордиться собою, сделав что-то с многоточием. Это вызывает к себе такое снисхождение. Так вот, с вашим приходом, с нашим знакомством, помимо всего этого, если будет восклицательный знак с правдой, вот тогда я вам буду благодарен. Также за круглым столом был затронут вопрос переиздания книги «Абхазия» в произведениях русских писателей, проблемы кинематографа и документалистики, сотрудничество журналистов с Министерством культуры России. А затем Ольга Любимова отправилась посмотреть, как ведутся восстановительные работы в выставочном зале Союза художников, который пострадал от пожара год назад. По словам строителей, при достаточном финансировании работа может быть окончена уже через 4-5 месяцев. Такие же сроки ставят строители, работающие над капитальным ремонтом художественной галереи. Чтобы действительно, чтобы вы понимали, это то, что было тут, на самом деле. Также Любимовой показали, как идут реставрационные работы над картинами, пострадавшими в пожаре. Цех по восстановлению полотен оборудовали в нацбиблиотеке. Часть картин увезли в Россию благодаря личному распоряжению министра культуры России Ольги Любимовой. На этом ее рабочий визит в Абхазию завершился. Марьяна Котова, Валерий Квиквискирис, Асарква Гухава, Абаза ТВ.